Снизить риски заболевания для педагогов старше 60 лет в сложной педобстановке и обеспечить непрерывный учебный процесс. Это задача проекта «Учитель на замену». Его участниками стали студенты Северо-Осетинского пединститута. Они смогли попробовать себя на практике в школах республики. Проект разработали в Министерстве образования и науки по поручению главы Сергея Миняйла. Участницей проекта стала и героиня нашего следующего сюжета Александра Радчинская. С деталями Батрас Дзагуров. Для Александры Радчинской звонок директора школы села Хумалак стал приятным сюрпризом. Студентки Северо-Осетинского государственного педагогического института предложили вести уроки русского языка и литературы. Такой шанс Александра получила благодаря проекту «Учитель на замену», который позволяет снизить риски заболевания для учителей старше 60 лет. Им на помощь временно пришли студенты старших курсов, будущие педагоги. С нашего института направлено много, если честно, девочек, не только в Хумалак, в Брод, отправлены в Моздок, отправлены в Нижнюю Санибу. То есть мы как бы по всей республике. Многие учителя, которые здесь находятся, они мне также помогают. Разумеется, я собираюсь дальше работать по профессии, потому что я этого изначально хотела. Я поступала осознанно на профессию учителя. Учитель проводит занятия в онлайн-режиме из дома. Задача Александры – организовать урок, подключить экран, настроить микрофон, проследить, чтобы учебный процесс шел без срывов. Старшие коллеги работой Александры довольны. Отмечают, ей сразу удалось завоевать внимание и любовь детей. Александре даже предложили после окончания института вернуться в школу на постоянной основе. Девочки мне очень сильно понравились, да. Я даже уже им предложила по окончанию, и у нас намечается вакантное место на следующий год учителя, и предложила им прийти сюда, вернуться вот в нашу школу. Проект «Учитель на замену» действовал до 30 ноября этого года. Батрас Дзагуров, Алан Суанов, Новости Осетии.